Уважаеми колеги, для меня большая честь участвовать в вашей конференции. Благодарю моего коллегу профессора Андрея Владимировича Баранова из Кубанского государственного университета за приглашение и поддержку. Я буду говорить по-русски и прошу прощения за возможение языковой психики. Моje наследование посвящено Северному Причерноморью в период присутствия греческого експедиционного корпуса, то есть 1919 год, эпохи глубокого геополитического хаоса, вызваного распадом Российской империи, Первой мировой войной и гражданской войной в России. В этом нестабильном пространстве столкнулись большевики, белогвардейцы, украинские национальные движения и силы Атанты. В этих условиях Греция по руководством Элефтериоса Венизелоса приняла участие в Одесской и Крымской кампаниях 1919 года, рассчитывая через поддержку Франции и Великобритании получить дипломатические выгоды для своих планов в Малой Азии. Однако данная политика, как показывает наследование, стала серьезной стратегической ошибкой. Северное Причерноморье действительно имело важное геостратегическое значение. Одесса, являясь крупным торговым и зерновым портом, а Мариуполь важным промышленным центром. Кроме того, в регионе веками существовали сильные греческие общины с заметным культурным и экономическим влиянием. Тем не менее, участие Греции в интервенции Атанты не отвечало жизненно важным национальным интересам страны. Греческий экспедиционный корпус действовал под иностранным французским командованием, без самостоятельной стратегии и без четкого понимания последствий. Венизелос следовал ставку на полное сближение с западными державами, полагая, что это обеспечит поддержку греческих претензий в Малой Азии. На практике Греция использовалась как инструмент западной политики, не получив реальной помощи в критический момент. Особено важной является связь между одесской кампанией и малоазначской катастрофой.
1922 года антиросијская политика Венизелоса способствувала сближенju болшевиков sa Мустафой Кемалем Ататурком. Советская поддршка усилила турецкое националистическое движение как во военном, так и во политическом отношении. В то же время западные союзники ране посредством греческое участие фактически оставили Грецию без существенной поддршки после краха Малоазијского фронта. Таким образом, исследования приходят к выводу, что политика Венизелоса во Северном Причерноморье стала одним из факторов, приведших к поражению Греции и гибели многовекового еллинизма Малой Азии. Одновременно тяжелые последствия не питали и греческие общины Одесса, Крыма и Мариуполя, оказавшиеся после ухода войск Антанты поряд репрессиями, миграцией и социальным распадом. В целом участие Греции в событиях Северного Черного моря рассматривается как геополитическая ошибка, показавшая опасность зависимости малых государств от интересов великих держав при отсутствии реалистичной национальной стратегии. Это крайне опасный исторический момент, который следует избегать сегодня и завтра ради мира народов. Большое спасибо.